Сложные вопросы, которые часто задает женщина относительно кровяных выделений. Оставлять ли молитву из-за них, или же искупаться и выполнять молитву? К этим выделениям относятся менструации. Это кровь, которая выходит из дальнего участка утробы в определенное время и созданная Аллахом для питания плода. Если женщина увидит кровь, вышедшую из матки, значит это месячные. Не первые в жизни месячные, не последние, не ограниченные определенным возрастом. Также нет ограничений в количестве вышедшей крови. Может быть и мало, и много. Или количество дней, они могут идти от 1 до 15 дней. Продолжительное кровотечение из утробы в нормальном состоянии является менструацией. В большинстве случаев они продолжаются 6 или 7 дней. Распознать очищение от месячного можно по белым выделениям. Это жидкость белого цвета, которая уходит после остановки кровотечения из утробы. Если у женщины не бывает белых выделений, то о прекращении менструации она может судить, если кровь полностью остановилась. Во время месячного женщина обязательно перестает молиться и поститься, а после очищения она обязана восполнить только пост, не молитву. Истихада – болезненные кровотечения. Это выход крови не в период менструации. Оно бывает из-за болезни или проблем внутри утробы. Месячные отличаются от истихады тем, что кровь в период месячных выделяется темная, густая, с неприятным запахом и не сворачивается после выхода. А истихада светлая, более жидкая, не имеет запаха и быстрее сворачивается после выхода. Основа в том, что кровь из утробы является менструальной, пока не будет указания на то, что это истихада. Потому что только менструальная кровь выходит в здоровом состоянии, а истихада только при болезни, в виде исключения. Женщина, которая страдает от болезненных кровотечений, обязана выполнять молитвы, поститься и совершать омовение для каждой молитвы. Ей дозволено объединять молитвы Зухр с Асром и Магриб с Иша, но она должна оставлять молитву и пост во время месячных в обычные для них дни. У женщины с истихадой 3 положения во время месячных. Первое, когда сначала идут месячные, а затем начинается истихада. В этом случае женщина оставляет намаз и пост на тот срок, в котором обычно у нее идут месячные. Затем выполняет полное омовение и продолжает молитвы. Второе, когда месячные у женщины идут в разные периоды, а не в определенный. Если она может отличить виды кровотечения по их указанным выше признакам, то оставляет намаз и пост, когда видит кровь месячных, и выполняет их, когда видит, что это истихада. Третье положение. Когда месячные бывают разные периоды, и она не может отличить месячные от истихады. В таком случае она оставляет намаз на 6 или 7 суток каждого месяца. А что касается нифаса, это послеродовые кровотечения из утробы. Для них нет определенных сроков по длительности, но обычно они длятся 40 дней. Умму Саляма, да будет доволен ею Аллах, говорила: женщины с послеродовыми кровотечениями во времена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оставляли молитвы и пост на 40 дней. Мусульманка обязана уделить этим вопросам достаточно времени и уберечь свои молитвы и другое поклонение, чтобы быть преуспевшей в райских садах, заслужив довольство и награду от своего Господа.